Добрый день, уважаемые журналисты. И снова пришлось вас побеспокоить. В стране ежедневно происходят различные события, абсолютно не соответствующие интересам народа и государства. Скрытые от народа действия властей продолжаются. Сегодня мы наблюдаем ложь, манипуляции, беспредел. Ну, впрочем, слепой и абсолютно равнодушный человек может не видеть то, что происходит в стране. Поводом сегодняшней нашей пресс-конференции, я думаю, стало распоряжение президента Аслана Бжаня о ввозе различных товаров в Абхазию. Это товары, это сельхозтовары, также сельскохозяйственные машины, автомобильный транспорт, различные моторные масла, корма, даже живые поры. Мы об этом говорили, о торговле с Грузией неоднократно. И сегодня мы можем заявить и говорить о торгово-экономических отношениях с вражеской Грузией. Спасибо, если будут вопросы, мы готовы отвечать. Спасибо большое. И еще хотел сказать, вот этот документ распоряжения главы государства, ну, как обычно мы узнаем, но ни в коем случае посредством информации на сайтах администрации президента или же кабинета министров. Вообще за последние 3 года мы наблюдаем за процессами, которые проходят вокруг границы и связаны с вражеской Грузией. Напомню, власти хотели заключить какие-то договора экономического характера с Грузией, мы противостояли. Также многоуровневые переговоры в концепции международной политики президент подписал, отправил в парламент. Мы и в этом тоже противостояли. Также незаконной паспортизации граждан Грузии, живущих на территории Восточной Абхазии. Я что хочу сказать? Все время наших политиков, чиновников различного уровня тянет в Грузию. Хочу спросить, что вообще происходит? Им целого мира мало, от Калининграда до Владивостока. Это наш стратегический партнер, Российская Федерация. Почему оттуда мы не можем завозить сельскохозяйственную продукцию? Мы почему не можем вообще производить здесь, если у нас есть Министерство сельского хозяйства? Семена, почему должны мы брать у врагов наших? Почему мы должны трактора покупать у грузин? Почему не с Беларуси, например, а не с России? Очень много вопросов возникает, дорогие друзья. Мне кажется, что наш народ недостаточно информирован о процессах, которые проходят в нашей стране. Я убежден в том, что если бы наш народ, многострадальный народ, кстати, хочу сказать, что еще матеря наших погибших героев еще живы, дорогие друзья. Я не сомневаюсь, что если они будут знать правду о происходящем в стране, я думаю, что были бы процессы, которые ушатнули бы ситуацию вообще в нашей стране и привели бы к нежелательным процессам. Также еще хотел бы добавить, что, как и говорил выше, я считаю, что наш народ не до конца информирован, поэтому считаю важным, необходимым, чтобы это было освещено на абхазском телевидении, на государственном телевидении, чтобы мы имели возможность говорить там напрямую со своим народом. Не все пользуются социальными сетями, не все могут получить достоверную информацию. А абхазское телевидение смотрит очень много поколений. Уже это вжилось, что вечером надо смотреть абхазское телевидение. Там ровно говорят то, что
показывает Ирина Шахаева на год. Не более того. Мы требуем, чтобы на абхазском телевидении выступали, принимали участие в дебатах, в каких-то, я не знаю, круглых столах, хотя бы, я не знаю, 15 минут в месяц. Дайте нам, пожалуйста. Обращаюсь к вам, уважаемые представители власти. 15 минут в месяц можно нам на абхазском телевидении говорить свое мнение по различным вопросам, касаемо нашего народа и государства. Ни в коем случае о коммерции. Спасибо. Еще один момент я хотел бы добавить. Есть информация, которую надо проверять еще. Представители МУПа сидят на границе по реке Ингур и изымают свою собственную пошлину с различной продукции. По рублю или по 2 рубля с килограмм. Вот в связи с чем хотел бы спросить, это муниципальное унитарное предприятие, никакого отношения к госстандарту или же к другим... Какое муниципальное предприятие? Гальская имеется в виду, то есть Изида, представитель администрации Гальского района находится на границе, изымает мзду по рублю, по 2 рубля. По какому праву, хочу спросить, господа? Ну, эту информацию еще перепроверим. Я сказал, мы еще проверим эту информацию. Один вопрос я добавить, правда, хотела, вот затронули сельское хозяйство, это острый вопрос на самом деле. Вы знаете, да, чем я занимаюсь, помните, наверное, тех хлопков и все остальное. Вот, меня в тот момент еще возмутил один факт. Скажем так, Гальский район, у нас ходили по Гальскому району грузинские препараты, химические инсектициды, без перевода, разумеется, на грузинском языке. Народ брал и радостно бежал. Что делать этих клопов, тех самых отравить в свои сады? Потом пошли отравления. А потом, очень интересно, посмотрела я там один препарат, просто вот спросила. Мне говорят, ну, это имидоклоприд. Прекрасный препарат, хороший системник, но есть одно но. В радиусе 500 метров, если находятся дети, и они минимальные дозы получили имидоклоприда, затормаживается развитие коры головного мозга у ребенка, которое развивается до 21 года. Пардонте. То есть папа лечит, дети ходят, вот какое поколение, потом мы жалуемся, почему они программу не догоняют, головные боли, потом, опять же, в ту же Грузию наверняка возят этих детей лечиться, непонятно, чем их там будут потом лечить, да? То есть вот оно незаметно. То есть начинает ребенок, да, отставать там первые полгода, потом год, ну, скатился на двойки, так. А, в общем-то, и вырос 21 год, скажем так, не очень умный человек, которым можно легко манипулировать. Совершенно верно. Вот как? Знаете, что я хочу напомнить всем, в особенности руководства страны, на территории Грузии находится биологическая лаборатория имени Ричарда Лугарова, которая работает на Ближнем Востоке, на Абхазии прежде всего. Чем они там занимаются, официальная Москва уже неоднократно заявляла. Даже вот этот момент недостаточен для того, чтобы наши власти одумались и прекратили любые торгово-экономические отношения с Грузией. Если, вот как Хутович сказал, люди там живут, хотя они являются гражданами Грузии, ну, такова судьба, так сложилась история, мы не против. В соответствии с законами Абхазии они там находятся, живут, работают, и никаких проблем не испытывают. Никаких ущемлений, прав там нету. Они могут завозить там в личной кладе 50 килограмм, 30-50 килограмм, никаких проблем. Но когда завозят такую большую товарную партию там, на 600 тысяч рублей, вы представляете, например, какую может один человек завозить на 600 тысяч рублей? Непонятно с каким. Да, непонятно с чем и с кем. Непонятно для чего, куда столько всего деть в Абхазии. Мы уже работаем час, коллеги. Спасибо. Всем спасибо большое за вопросы. Нет, у меня есть предложение. Много говорить можно, но вы сейчас пойдете к президенту, опять будете вот говорить вот такие истинные
проблемы, истинное положение дел, и будете спорить, кто прав, кто виноват. Было бы неплохо, если бы на какой-то площадке здесь или в другом месте вы пригласили бы и провели... Мы приглашаем на абхазское телевидение в прямом эфире. Пригласить... Но нас туда не пускают. Пригласить Пока. специалистов, экономистов, таможенников, врачей, значит, экологов, и, Мы это сделаем. учителей и так Мы далее. это сделаем. Интеллигенцию, не А где эта одного интеллигенция? двоих, а Кто не несколько знает? экономистов. И всю логическую цепь построим. Первое. Должны для себя сделать вывод, и что люди должны узнать, Грузия нам враг или не враг. То, что она сосед и будет соседом, это мы без всяких этих знаем. И второе, логистика. Если начнем завозить, продавит власть этот вопрос, что государству, а значит и жителям это принесет. И надо нам или не надо. Пусть специалисты откровенно скажут. И тогда станет ясно. А то, что вы пойдете и скажете, надо это ни в коем случае. Это мой сосед, 10 классов образования, он это тоже знает. И тоже туда ездит. А он себя считает... Большой патриот. Да. Есть пассионарная часть. И второе, мы должны решить, 50, 30, этого можно пускать, это не можно и так далее. В свое время я писал и сейчас говорю. Спасибо. Президент любой должен взять под контроль приграничный сложный. Вот, он должен взять. И все проблемы будут. Или второй момент. Закрыть границу до тех пор, Но с этим я больше согласна. пока не будет Закрыть надо. отрегулировано. Иначе, вот это все, что вы сказали, я объясняю это очень просто. Это обыкновенный капкан Да, для Республики Абхазия. да. И какие бы мы не были 7 пядей, мы туда попадем. Спасибо большое.